24 ноября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,53 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,5388 до 10,54 сомони, 1 российский рубль от 0,1635 до 0,1655 сомони. Мировые цены на нефть слабо снижаются в четверг утром после выхода данных о запасах этого вида сырья в США, а также об увеличении числа действующих буровых установок в стране. Цена на нефть марки Brent составила $85.12 за баррель, марки WTI $77.72 за баррель. Стоимость золота в четверг утром поднимается после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США и составляет $1755.95 за тройскую унцию. Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширина Монзода заявила о необходимости принятия незамедлительных мер для ликвидации задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства. На заседании Республиканского штаба по предупреждению ликвидации задолженности по заработной плате, которое состоялось 18 ноября в Худжанде, она сказала, что вопрос своевременной оплаты труда работников находится под контролем президента страны. В связи с этим нам необходимо принимать незамедлительные меры в этом направлении, сказала Монзода. По данным агентства по статистике, общая задолженность по выдаче заработной платы в Таджикистане с учетом прошлых лет на начало сентября 2022 года составила свыше 27,6 миллионов сомони. С начала текущего года совокупный объем задолженности по зарплате сократился на 25% или на 9 миллионов сомони. Снижение объема задолженности по зарплате наблюдается во всех видах экономической деятельности реального сектора, кроме обрабатывающей промышленности, где задолженность увеличилась на 6,2 тысячи сомони. Больше всего долг по зарплате сложился в секторе добычи полезных ископаемых – около 15 миллионов сомони, в сферах транспорта и хранения грузов – более 6,1 миллиона сомони. Детали сотрудничества ОАО «Орион Банк» с международной платежной системой Visa International в конце октября были обсуждены в Душанбе в рамках официального визита представителей компании Visa International в Таджикистан. Во встрече приняли участие вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристиана Дурас, старший директор, глава департамента развития бизнеса в Центральной Азии Антон Бороздин, старший менеджер по развитию безналичной инфраструктуры Анна Андриенко, менеджер по развитию бизнеса в Таджикистане Айжан Амирзак и представитель ОАО «Орион Банк». Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества, объемы и классификация клиентской базы, а также возможности для роста рынка и увеличения клиентской базы. Помимо обсуждения рынка и доли банка, на рынке банковских карт обсуждались также дальнейшие планы компании Visa International и возможности для развития рынка платежных карт в сотрудничестве с Орион Банком. В планах реализации крупных проектов создание новых уникальных продуктов и услуг по картам Visa. В целом, по результатам двухсторонней встречи были достигнуты договоренности в развитии совместного бизнеса. Именно ОАО «Орион Банк» был первым банком независимого Таджикистана, начавшим сотрудничество с МПС Visa International, является принципиальным членом МПС Visa International с 2021 года. Кредит в размере $2,5 миллионов США получит ведущий ритейлер бытовой техники и электроники ООО «Волна» из Таджикистана. Банк Исхата предоставляет заем на сумму до $2,5 миллионов США для удовлетворения потребностей ООО «Волна» в оборотном капитале, а ЕБР возьмет на себя половину риска по кредиту в соответствии с соглашением о разделении рисков между двумя банками. ООО «Волна» является официальным дилером мировых производителей современной бытовой техники и электроники в Таджикистане с 1964 года. Динамичное развитие позволило компании создать сеть современных торговых предприятий, управляющей одной из крупнейших розничных сетей в Таджикистане, состоящей из 10 розничных магазинов бытовой техники и электроники, известных под торговой маркой ТТЦ «Волна», расположенных в Душанбе, Худжанде и Сарбанде.
Узбекистан договорился о поставке для авиакомпании страны 17 самолетов и 2 вертолетов французского производства, передает spot.uz. Соответствующие торговые соглашения были подписаны во время визита узбекистанской делегации в Париж. Общая стоимость заказных у концернов Airbus и ART воздушных судов по данным агентства составляет 815,3 миллиона евро. Сейчас национальный авиаперевозчик располагает 13 самолетами Airbus, 10 А320 и 3 А321 Neo, первый из которых прилетел в Ташкент в феврале. Кроме того, накануне приезда президента компании Силкавия заключила соглашение о приобретении за 100 миллионов евро 5 самолетов АТР-72-600. Франко-итальянский концерн напрямую предоставит Триборта, еще 2 новых авиаперевозчик получит у лизингодателя. АТР-72-600 входит в число самых популярных ближнемагистральных самолетов, отметил глава Узбекистан Airports Рано Джураева. Он потребляет в 4 раза меньше топлива, чем А320, и поэтому обеспечит надежные, комфортные и доступные перелеты.